На прошлой хутбе мы начали говорить о том, что является причиной того, что мы становимся стойкими в вопросах религии в этом мире. И сказали, что одно из первых – это многочисленное обращение к Аллаху Субхану ва Тааля. То есть просить у Аллаха Субхану ва Тааля силы и стойкости, чтобы пройти испытания и быть стойкими в выполнении, в возвеличивании его религии. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, был примером для нас в этом. Также забота и занятость книгой Аллаха Субхану ва Тааля и размышления о том, о чем Аллах Субхану ва Тааля поведал нам в аятах и сурах своей книги. Четвертое. Чтение рассказов и истории о пророках, посланниках и сподвижниках пророка, саллаллаху алейхи вассалям, дабы они были для нас примером. То, чего они добились и как они добились, зная то, что этим людям при жизни уже пророк, саллаллаху алейхи вассалям, некоторым сподвижникам обещал рай. Обещал, что они достигли прощения Аллаха Субхану ва Тааля. И мы, видя, зная их жизнеописание, мы можем взять для себя примером, что они делали, чтобы достичь довольства Аллаха Субхану ва Тааля, и использовать это в своей жизни. Пятое. Как сказали ученые, необходимо отчитывать собственную душу и напоминать ей о дне воскресения и стоянии перед Господом. То есть одной из причин, которая помогает нам быть стойкими, это самоотчет. То, что как мы ответим перед Аллахом Субхану ва Тааля. Когда есть выбор, понятно, что если человек ставит цель некий комфорт в этом мире, он может согласиться с тем, чем нельзя соглашаться. Или пойти на то, что мусульманин не пойдет. Но когда задается вопрос, а в судный день, когда я встану перед Всевышним Аллахом Субхану ва Тааля, и он меня спросит, почему ты поступил так, что я ему отвечу? Поэтому Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране: «О те, которые уверовали, бойтесь Аллаха, и пусть душа посмотрит, что она приготовила на завтрашний день. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах ведает о том, что вы совершаете». То есть Аллах Субхану ва Тааля призывает нас, говорит: пусть посмотрит душа, что она приготовила для завтрашнего дня. То есть что? Поэтому имамы, ученые говорили, пусть человек задастся вопросом, что он сделал в этом мире. Что он сделал такое, за что люди будут делать дуа за нас. То есть что мы сделали такое? Есть люди, которые, сподвижники пророка, саллаллаху алейхи, имамы, ученые, которые сделали такую пользу для уммы, что до сих пор люди продолжают делать дуа за них. Что мы сделали такое, чтобы после нас люди просили у Аллаха прощения за наши грехи? Что сделали для того, чтобы возвеличить религию? То есть мы должны задавать этот вопрос. Что поможет нам, когда мы будем находиться в могиле? Что будет тяжелым на весах, когда будут взвешиваться наши деяния? Поэтому Умар ибн аль-Хаттаб говорил: отчитывайте себя, сами себя, перед тем, как вас отчитают. То есть до того, как Аллах Субхану ва Тааля спросит с тебя, что ты сделал или почему ты сделал этот грех, отчитывайте сами себя. Вот как я буду отвечать за это? Как сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, когда один из сподвижников, если не ошибаюсь, Умар, увидел, как Абу Бакр себя тянул за язык, говорит: как я буду отвечать за то, что ты говоришь? То есть сами себя отчитывайте. Прежде чем вас взвесят, взвешивайте сами, прежде чем вас взвесят. Самое безопасное для вас завтра – это то, что вы отсчитали себя сегодня. Взвешивайте для великого возвращения в тот день, когда ни одна ваша тайна не останется сокрытой. То есть судный день, ни одна наша... Вот люди об этом не знают, как даже имамы сказали, люди восхищаются нами, вот этот хороший человек. Он говорит: нет. Они не восхищаются вами, или мной. Они восхищаются только тем покрывалом, которым Аллах скрыл наши грехи. И в судный день перед Аллахом Субхану ва Тааля ни один наш грех не скроется. Мискаль, даже маленький мискаль греха, который мы совершили, он будет раскрыт. Поэтому сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, говорят: отчитывайте сами себя. Это уже... Мы можем забыть, люди могут забыть, Аллах не забудет, Аллах ничего не пропадает. Поэтому пока сегодня есть возможность, мы должны сделать тауба. Пока есть возможность что-то сделать, чтобы
это послужило причиной прощения наших грехов, мы должны это сделать. Как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: бойтесь Аллаха хотя бы половиной финика, хотя бы полфиника потратить на пути Аллаха, чтобы это было еще каким-то грузом на весах в судный день перед Аллахом субхану ва тааля. И описывая тех людей, которые занимались самоотчитыванием, то есть требовали себя, Аллах субхану ва тааля говорит: тот, кому эта книга будет дана в правую руку, скажет: вот, почитайте мою книгу. Я верил в то, что мне предъявит отчет. То есть я знал об этом, я верил в это, готовился. Для него будет оправданная жизнь. То есть человек, который готовился к этому дню, к этому часу, он преуспеет. Человек, который забыл про это, он будет в явном заблуждении. Шестое. Взять врагом шайтана. То есть, если мы хотим преуспеть, то должны взять для себя врагом шайтана. Все, что вредит с его стороны, должно пресекаться. Как Аллах субхану ва тааля говорит в Коране, Творец, 35 аят: «Воистину дьявол является вашим врагом. Так относитесь же к нему, как к врагу. Он зовет свою партию к тому, чтобы она стала обитателем пламени». То есть, обитателем ада. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: мы кушаем правый. Почему? Потому что шайтан ест левый, и мы не едим левый. Мы не делаем ничего, что делает шайтан. То есть для нас шайтан является явным врагом, и мы должны делать все, чтобы идти наперекор ему. Потому что, как сказали ученые, у Иблиса есть фора. Он знает про нас все, а мы про него забываем. И ученые говорили: он видит тебя, но ты его не видишь. И вот это обманывает, мы начинаем отвлекаться, бдительность терять. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: если двое, мужчина и женщина, чужие друг другу, останутся одни, в комнате третий будет шайтан. То есть третьим оказывается шайтан, это все равно приведет к прелюбодеянию. Зная это, мы должны этого избегать. И поэтому мы должны знать о том, как шайтан сбивает людей. Об этом написаны книги, об этом есть хадисы пророка, саллаллаху алейхи вассалям. То, как, отвлекая, обманывая, завлекая, шайтан сбивает людей. И он будет продолжать сбивать до нашей смерти. Есть такой интересный риваят касательно имама Ахмада, когда он умирал. И потерял сознание в бреду. Ему говорят, одним из сунной является, когда человек умирает, напоминать ему аш-шахада. Ашхаду ля иляха илlallah, не заставлять, а просто повторять, чтобы, если вдруг человек забылся, чтобы он повторил. И когда люди напоминали ему, он говорит: еще нет, еще нет. И это немножко напугало окружающих. И когда он пришел в себя, он сказал то, что ко мне пришел Иблис и сказал: все, Ахмад, ты меня победил. То есть ты победил, ты меня выиграл. И я говорю: еще нет. Пока я еще жив, еще есть возможность того, что Иблис собьет. Поэтому не можно, что все, я победил, дальше шайтан нас не будет восставаться делать. Будет постоянно. Даже после того, как человек отдал садаха или прочитал намаз, Иблис будет продолжать делать, заставлять нас, чтобы мы похвалились этим или возгордились этим. Или как был такой случай, когда один из табиаинов, сынов встали на тахаджуд, прочитали намаз, и люди спали. И он сын сказал: вот мы прочитали, они еще спят, проявил высокомерие или возгордился этим. На что отец сказал, поругал его за это. То есть фактически человек, то, что даже прочитал этот тахаджуд, он просто его аннулировал. То есть Иблис будет стараться продолжать делать, как человек сначала не давать садаха, потом мы дали, потом кому-то об этом рассказать, потом, то есть поменять намерение, чтобы мы возгордились этим, или чтобы это было риба. То есть он будет продолжать до последнего, потому что так как это было обещание. Обещание Аллаха субхану ва тааля, который он сказал: затем я буду подходить к ним спереди и сзади, справа и слева, и ты не найдешь большинство из них благодарными. Но в то же время Аллах субхану ва тааля обещает, то, что если человек будет обращаться к Аллаху субхану за защитой, то Аллах будет оберегать. И поэтому аузу билляхи минаш шайтанир раджим, мы прибегаем к Аллаху от Иблиса, побиваем его камнями. Аллах говорит в суре Му'минин: и я обращаюсь за защитой к тебе, Господи, чтобы они, шайтан, не явились ко мне. И Аллах субхану ва тааля говорит: возбуждай своим голосом, это ответ Иблису, кого сможешь, и пускай в ход против них свою конницу и пехоту, делай с ним их богатство и детей,
и давай им обещание. Воистину, обещание дьявола всего лишь обольщение. Воистину, ты не властен над моими рабами. Довольно того, что твой Господь является их попечителем и хранителем. То есть у Аллаха Субхану ва Тааля есть мощь и сила на это. Поэтому мы просить должны у Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы Он не давал нас во власти Иблиса. 7. Это правильный выбор друзей и спутников. Опять же, возвращаясь к этому, они имеют влияние на нас. И если мы хотим быть стойкими в религии, то и окружение должно быть нас тех, кто будет поддерживать, помогать нам. Потому что они мотивируют нас. Окружение нас мотивирует. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: человек исповедует ту же религию, что его ближайший друг. Так пусть же каждый из вас обращает внимание на то, с кем они водят дружбу. Посмотрим на сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Они соревновались в благочестии. Когда Умар ибн Хаттаб ходил и смотрел и пытался достичь уровня Абу Бакра. Уровня Абу Бакра, следя за ним, что делает такой Абу Бакр. И был такой случай, опять же, из жизни, когда Умар следил за Абу Бакром, что не в плохом смысле, чтобы что-то рассказать, а что он делает такое. Он увидел, что Абу Бакр зашел в дом к какому-то человеку. И некоторое время там побыв, ушел. И когда он зашел к нему и спросил, а там был слепой человек. А Абу Бакр халиф, президент, там, глава района, он халиф. А в доме слепой человек. И он говорит: кто только что был? Говорит: не знаю. Он приходит, помогает мне по домашним делам и уходит. И после этого Умар вышел и сказал: очень тяжелый для нас оставил пример для подражания, мы не сможем его следовать. И когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: соберите имущество, когда армия наступала, не было денег. Умар нес вещи, рядом сын нес. То есть, двое несут вещи. И Абу Бакр принес сам чуть-чуть. И вот там Умар сказал: у меня, говорит, такая мысль вошла: вот сегодня я сделаю больше, чем Абу Бакр. То есть я вот его обгоню вот в этом. Я, говорит, в душе зародилось такое. И когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спросил у Умара: что ты оставил в своей семье, он сказал: ровно половину. То есть как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: половину оставьте, половину оставил. На что Абу Бакр сказал: что ты оставил себе? Абу Бакр сначала не хотел говорить. Потом сказал: я оставил Аллаха и его посланника. То есть он ничего не оставил, полностью все принес. И Умар сказал: тогда я понял, что я никогда его не догоню. То есть я никогда не достигну уровня Абу Бакра. Такими должны быть друзья, которые должны нас мотивировать к хорошему, а не к плохому. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля говорит: будьте же терпеливы вместе с теми, которые взывают к своему Господу по утрам и перед закатом, и стремитесь к Его лику, не отворачивая от них своего взора, желая украшения этого мира, и не повинуйся тем, чьи сердца мы сделали небрежными к нашим поминаниям, кто потакает своим желаниям и чьи дела окажутся тщетными. То есть мы должны быть далекими от плохих друзей. Потому что Аллах Субхану ва Тааля, описывая людей, которые будут раскаиваться в судный день, скажет: в тот день беззаконники станут кусать свои руки и скажут: лучше бы я последовал путем посланника. О горе мне, лучше бы я не брал такого-то себе в друзья. То есть они пожалеют, что эти друзья, плохие друзья, которые завлекли их. То есть есть друзья, которые, пусть будет богатством, пусть своим отношением к жизни, они сбивают нас. Есть братья, друзья, в виде которых мы вспоминаем об ахирате. Вспоминаем о отчете перед Аллахом Субхану ва Тааля. И те ведут нас либо в рай, либо к раскаянию. Поэтому, опять же, возвращаясь к словам пророка, саллаллаху алейхи вассалям, пусть посмотрит на того, с кем он дружит. То есть какая у него религия. 8. Усердная борьба с собой, со своей душой за совершение предписанных обязательных шариат. То есть мы должны бороться с собой в выполнении, даже когда не хочется, заставлять себя выполнять приказы Аллаха Субхану ва Тааля. Особенно вопрос касательно намаза. Аллах Субхану ва Тааля говорит: а те, которые сражаются ради нас, то есть сражение не обязательно физическое сражение, сражение со своей душой, мы непременно поведем нашими путями. Воистину Аллах с творящими добро. То есть человек, который будет сражаться со своим нафсом ради довольства Аллаха Субхану ва Тааля, Аллах обещает, что он будет вести их прямым путем. И поясни, Аллах Субхану говорит: Аллах с творящими добро. И Аллах Субхану говорит: о те, которые уверовали, обратитесь за помощью к терпению и намазу. Воистину Аллах с терпеливыми. То есть один из причин помощи Аллаха Субхану ва Тааля – терпение и намаз. То есть намаз – это то, что оберегает нас, как об этом Аллах Субхану ва Тааля говорит.
Воистину намаз оберегает от мерзости и предосудительного. То есть намаз является причиной того, что мы становимся лучше. Но не каждый намаз является причиной того, что мы становимся лучше. Как был случай, когда один человек пришел и сказал: «Я Расулуллах, у меня живот болит». Он сказал: «Ешь мед». Он приходит и говорит: «У меня живот болит». Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: «Ешь мед». Третий раз пришел, пророк саллаллаху алейхи ва саллям опять обещал ему, сказал: «Ешь мед». На что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сподручник сказал: «Я Расулуллах, он мне не помогает». Он мне не помогает. На что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Поистине лжет твой живот и не лжет Аллах, который сказал, что в меде есть шифа». Если Аллах сказал, что намаз оберегает от мерзости и предосудительного, и мы, читая намаз, продолжаем совершать запретное, не Аллах врет, это проблема в нашем намазе. Значит, наш намаз, мы не читаем его так, чтобы он был причиной того, что он мешает тому, что мы совершаем грехи. Поэтому имамы сказали, то, что намаз должен быть наполнен смиренностью, спокойствием, страхом перед Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. То есть, если мы читаем намаз и продолжаем грешить, проблема в нашем намазе. Проблема не в аятах, обещаниях Аллаха Субхану ва Тааля, проблема в нашем намазе. Значит, мы читаем намаз неправильно. Значит, мы читаем намаз не на должном уровне. Потому что если мы его читали правильно, он был бы причиной того, что мы отдалялись бы от запретного. И вот именно старание в вопросах подчинения Аллаху Субхану ва Тааля и является причиной того, что Аллах Субхану ва Тааля дает нам стойкость в этом мире. И девятое, последнее, это получение полезного шариатского знания. То есть, без сомнения, человек, который верит в Аллаха Субхану ва Тааля, который хочет достичь довольства Аллаха Субхану ва Тааля, должен изучать свою религию. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ман юриду Аллаха бихи хайран юфакиху фиддин». Тот, кому Аллах желает блага, он дает понимание в религии. То есть, если мы хотим довольства Аллаха, а мы в этом мире живем для того, чтобы получить довольство, мы созданы для того, чтобы поклоняться Аллаху Субхану ва Тааля, мы должны изучать нашу религию. Человек может 5, 6, 7 лет читать намаз, но прийти, взять в книгу, прочитать, как полностью прочитать намаз, что портит намаз, рукны намаза, суннаты, не зная. Это недопустимо. Мы должны изучать свою религию. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, обещал: человек, который выйдет в путь в поисках знания, этому человеку Аллах облегчит путь в рай. То есть Аллах через... По-другому, если мы не будем знать, если вот этого нура, света, знания у нас не будет, мы собьемся. Мы начинаем руководствоваться своим нафсом. Когда как мы должны руководствоваться книгой Аллаха Субхану ва Тааля и сунной пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. А чтобы это знать, мы должны изучать религию. Если мы верим, то, что это книга Господа, если мы верим, что это религия от Аллаха Субхану ва Тааля, нашего Господа, мы должны изучать ее. Это естественно. Но в то же время дунья, семья, все нас отвлекает от того, чтобы просто прийти. У нас нет оправдания. Наши деды, наши отцы 40, 50, 60 лет назад не было возможности. Они прятались на кладбище, читали аят намаз. Чтобы прийти, взять Муалим Сани и почитать, книги не было Муалим Сани, они просто фотографировали, и вот там 4 страницы, вот такая книжка была, из фотографий сделана. Но не было книг. А у нас какое может быть оправдание? Опять же, вот вопрос хисаба. Вот сегодня, если мы умрем, Аллах Субхану скажет: пророк был, религия была, что ты, какая причина, почему мы ее не учили? Не было мечети? Есть. Не было учителей? Есть. Не было книг? Есть. На сегодняшний день книги есть. Там WhatsApp, телеграм-каналы, книги полностью, электронные варианты. Какое у нас оправдание не учить? Это наше отношение. Это наше отношение к религии Аллаха Субхану ва Тааля. А если наше отношение к религии Аллаха, что мы ждем от Аллаха Субхану ва Тааля? Почему? Поэтому говорили то, что даже сон знающего человека – это айбадат. А не знающий человек… Поэтому есть возможность. Братья читают намаз по несколько лет, Коран читать не могут. Просто открыть и прочитать Коран не могут. 2 месяца. Вот братья начали читать, альхамдулилля, все буквы выучили 2 месяца. Это еще 2 раза в неделю. Если человек сядет, он за неделю начнет читать. За неделю. Каждый день 3 буквы. За неделю можно начать читать. С ошибками, да, но начать читать. В чем причина? Желание. А мы хотим от Аллаха, чтобы Аллах дал нам баракят, дал нам, детям дал знать. Но если мы сами относимся к религии нашего Господа с таким отношением, что мы ждем в ответ?
просить у Аллаха Субхану ва Тааля. Даже пророк, саллаллаху алейхи вассалям, просил. Приходит от Умму Салямы хадис о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, закончив утренний намаз, делал такое дуа: Аллахумма инна нас'алюка альман нафиан ва ризкан таййибан ва амалян мутакаббалян. О Аллах, я прошу у тебя полезного знания, благого удела и действий, которые будут приняты. Пророк, саллаллаху алейхи, будучи пророком, просил. Мы просим у Аллаха полезное знание. Что нам мешает? Просить обещание пророка, тяжело, я старый, у меня не получится. Обещание пророка, саллаллаху алейхи, обещание Аллаха Субхану. В длинном хадисе. Человек, который сделает, я немножко утрирую, там дословно не буду, человек, который сделает по отношению ко мне шаг, обещание Аллаха, я сделаю несколько шагов. Человек, который пойдет ко мне пешком, я брошусь навстречу. Мы сделаем причину, чтобы изучить религию. Аллах даст и учителя, даст время, даст возможность. Пока мы, извиняюсь за выражение, свою пятую точку не поднимем и не сделаем какой-то шаг, Аллах не будет давать. Сабаб, если мы сделаем, Аллах нам облегчит. И как имамы сказали, если человек эти 9 причин будет делать, иншаллах, Аллах даст ему стойкость. Чтобы быть праведным и иметь возможность, иметь как укрепленные стопы в этом мире и в судный день. وأقول قولي هذا وأستغفر الله وأتوب إليه وأقيم الصلاة.